Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, понял ли он свою ошибку, будет ли ее исправлять? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени мысленно либо вслух, задайте ему этот вопрос. Понял ли ты свою ошибку, будешь ли ты ее исправлять? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас у нас скрыто, то, о чем еще вам услышать и узнать. Ничего себе! Так, хорошие, в сегодняшнем дне вы друг к другу спиной стоите. То есть вы повернулись своим чем-то занимаетесь, вернее от него отвернулись, и он от вас отвернулся, тоже своим занимается. Вы очень переживаете и нервничаете, часто думаете о том, что произошло, и злитесь на мужчину очень сильно. Мужчина тоже на вас злится, но он не думает о том, что произошло. Ему кажется, что ничего не произошло. Вот какой у нас был вопрос? Понял ли он свою ошибку? Да? Ничего он не понял. Он вообще не понял, что он ошибся. Прям совсем не понял. Ему кажется, что вы, как сбрыкнули. Либо у вас может быть, там, знаете, как ПМС. И он такой думает, ПМС, так ПМС, там, не буду ее трогать. Да, успокоится, сама придет. Вот в таком ключе идет информация. Он сейчас общается с какими-то, друзьями, скорее всего, либо с коллегами. То есть ждет, он как будто бы в выжидательную позицию занимает и такой думает, не буду ее трогать, вот пусть она остынет, придет в себя, тогда все и решится. А вы наоборот, вы еще больше начинаете закипать, потому что вас раздражает, что он не приходит, что он прощения не просит, что он не извиняется. Вы, знаете, как-то ждали, дали ему какое-то время, может, несколько часов, либо несколько дней, он вообще не появился. И вы прям действительно как в агрессию даже немножечко скатились. Тут и агрессия, и обида с вашей стороны чувствуется. А он ни сном, ни духом. Понимаете, вот что произошло. Вы как-то на него обиделись тихо, девочки, тихо обиделись. Вы не сказали, на что обиделись. А он и не понял. Посчитал, что с вами что-то не так, что он прав, что он молодец, он все делает правильно. А вот вы там шалите, да? Что у вас там с психикой не все в порядке. Там думает, что может переутомилась, может еще что произошло, не в настроении, не в духе была. Да? Он даже не понимает, что вы на него обиделись. Вот смотрите, проблема в том, что вы то ли постеснялись ему сказать, то ли вот это пресловутое женское, он сам должен понять. Девочки, они не понимают, не понимают, каким бы мужчина ни был, даже самый такой, как чувственный мужчина, он все равно не поймет. Потому что, чтобы понять, надо быть женщиной. А у него там бубенцы висят. Как он может понять? Не понимает. По-разному устроен мозг, по-разному устроено восприятие. Все по-разному. Поэтому не понимает. Хотите, чтобы он узнал о своей ошибке, так вы ему, пожалуйста, об этом скажите. Хотя бы дайте ему какой-то ключик, да, какую-то подсказочку, что он сделал не так. Потому что он сейчас винит вас, считает, что это вы не хотите с ним общаться, что у вас с головой не все хорошо, и вообще вы такая шальная девица, да, которая может и любить страстно, и тут же холодно послать. Да? Вот он так думает о вас. Он считает, что вы женщина-перчинка. Можете быть прям и жгучей, и экстра жгучей. И он такой думает, вот она у меня такая. Да, вот такая. А я молодец, да, я молодец, я все делаю правильно. И вообще, я такой добрый, я такой выносливый. Вот у нее такой характер, а я выносливый, я ведь ее люблю, я все стерплю. Да, он своим друзьям о вас рассказывает, о том, что вы не общаетесь, что вы замолчали и ушли. И они такие говорят, ну да, такое у женщин бывает. То есть они ему сочувствуют. И даже друзья не понимают, что вы обиделись.
Потому что мужчины не понимают таких тонких вещей, они их не чувствуют. Не чувствуют. Они только вот прямые слова. Вот если бы вы ему сказали, что ты там дурак, не то сделал, либо не так поступил, вот тогда бы он понял. А так, то есть вопрос, понимает ли, ничего не понимает. Он не знает, что он сделал. До него не доходит, чем он вас обидел, либо что вам там конкретно не понравилось. Он считает, что у вас все хорошо и нужно просто переждать. А вы уже тут самые страшные картинки в голове у себя рисуете. Кстати, ваше состояние мне прям совсем не нравится. Издергались, вы так нервничаете сильно. Прям даже вот тени под глазами показали, у вас легли. То есть от переживаний, от стресса, который получили. Ну и от обиды, да, обида ведь тоже душит. Вы ждете, вы от него ждете конкретики, конкретных шагов, конкретных действий, чтобы пришел и извинился. А он, в принципе, это в голове не имеет, потому что не понимает, что сделал. И еще, девочки, если вы думаете, что как-то проучить его, ну, допустим, там, другим мужчиной, да, вот как-то на ревность его спровоцировать, откажитесь от этой мысли. Эта мысль пагубная, ни к чему хорошему не приведет, а только еще ухудшит, еще больше ухудшит ситуацию между вами. Вот, не делайте. Провокации здесь запрещены, в чистом виде запрещены. Здесь и есть выход из вашей ситуации, но он вам не понравится. И я не знаю, вот говорить вам или нет. Здесь в идеале, вот смотрите, вам бы встретиться, и чтобы вы ему конкретно описали, что вы почувствовали, либо на что вы обиделись, что вам не понравилось. Если бы вы могли найти в себе силы и с ним встретиться, и все это обсудить, то конфликт бы он просто исчерпался и прекратился. Он бы вас там обнял, зацеловал, сказал, что там купит подарок, либо сразу бы пошли вам покупать подарок. И все бы это нивелировалось, да, сошло бы на нет. Но поскольку вы девушка очень гордая, и были задеты в самых лучших порывах и чувствах, вы на это не пойдете. Вот это я тоже вижу. Ну, может быть, там 1-2 девушки на это пойдут, другие прям нет. Нет и все. Не опуститесь вы до такого уровня. Ну, потому что да, потому что вы действительно, ну, не такого хотите в отношениях. Может быть, проблема изначально в том, что отношения не в то русло пошли. Либо этот мужчина не так к вам относится, как бы вы хотели, как вы этого заслуживаете. Может быть, изначально нужно было все приоритеты и точки над «и» расставить. То есть объяснить, что я хочу вот этого, этого, этого и вот этого. То есть мужчина бы сказал, что вот это дам, вот это не знаю, в этом не уверен. И вы бы уже тогда думали. Ну, опять же, да, знал бы, где упадешь, соломку бы подстелил. Этот мужчина, он может учиться, он может меняться, но его нужно направлять, девочки. Если его не направлять, а вот именно обижаться и закрываться в себе, из этого ничего хорошего не выйдет. Вы как будто бы разными глазами мир видите. Либо живете на разных планетах, в разных мирах как будто бы живете. Здесь только разговорами можно все решать. Разговорами, и причем разговоры вот такие объяснять. Ты сделал мне неприятно. Вот это мне не подходит. Вот это я не люблю. Вот это я не хочу. Вот этого я от тебя видеть не могу. Понимаете, вот в таком только ключе. То есть вам нужно все проговаривать, разжевывать и с ложечки в рот закладывать. Вот тогда он будет понимать, вот тогда он будет стараться, и конкретика появится. Здесь мужчина, он очень прямой. Он прям такой прямой, прямее не бывает. То есть намеки, какая-то игра слов. Вообще он глух к этому. Он слеп и глух к этому. Если что-то конкретно сказать, тогда он поймет, он услышит. Вы разные, вы абсолютно разные, разных типажей. Сейчас я еще на картах посмотрю, что он вообще об этом всем думает, как относится, что карты скажут. Временные неприятности в ваших отношениях. Смотрите, вот он очень романтично настроен по отношению к вам, считает, что вы друг другу по судьбой даны, считает, что у вас прекрасное будущее, да, общий корабль, грубо говоря, общая лодка,
что любите друг друга сильно, а сейчас у вас просто временные трудности, неприятности. Ну, типа как-то так, знаете, вот наотмашь, типа ерунда, да, пройдет, рассосется. Хорошо, вы ждете, пока он появится с извинениями, либо хотя бы вам напишет, да, ждете, очень ждете, злитесь очень сильно. Вот как песок показывает, так и карты показывают. Мне вот не нравится, что вы хотите какие-то шкодные действия сделать. Действия, которые могут навредить. То есть, либо доказать ему, что вы не пропадете, что вы там сразу другого найдете, который более там обходительный, галантный, либо не обижает вас. Вот откажитесь от этого, иначе это очень повредит. Вы ничего не получите, не выиграете. Вы только все хуже сделаете. Откажитесь от дурных мыслей. Вам они противопоказаны. Даже мысли противопоказаны, не то чтобы действия. И прямо от него ждете, вот минуты считаете. Кстати, уже давненько ждете, да, ничего не происходит. Потому что он не знает, что произошло. Хорошо. Давайте еще посмотрим по поводу разговора. То, что я вам говорила, как песок показал. Да, вы, леди, должна говорить, леди должна озвучить свою позицию. Не тратьте время. Если хотите быть с этим мужчиной, вы... Вот. Видите, леди открыла, лиса закрыла. Вы должны быть мудрее. Вы должны быть, извините, хитрее и мобильней, маневренней. Девчонки, если вы хотите его, если вы хотите с ним отношений, вот дальше продолжение счастья, любви, семьи, детей, то нужен другой подход. Подход к нему, подход к вашим отношениям. Еще раз говорю, этот человек не понимает намеков, он не понимает каких-то вот, знаете, вот этих женских штучек, сигналов, да, он вообще их не улавливает. Вот он прямой, прямее некуда. Вот все нужно говорить в глаза, в лоб. И причем желательно слова вот такие прям там поконкретнее, пожестче подбирать. То есть, если вам что-то нужно, вы говорите «я хочу», а не так, что вот «мне нравится», либо так, что вот «а как ты думаешь, пойдут ли мне такие сережки?» Он подумает и скажет, что да или нет, но ему в голову не придет, что вы хотите эти сережки. Понимаете? Вот в таком ключе. Четко, конкретно, вот знаете, вот слова, как штампы нужно ставить. «Я это хочу», либо «это мне не нравится», «я так не хочу», «это мне не подходит», «больше так не делай». Да? Вот конкретика должна быть. И если вы этому научитесь, либо себя как-то вот немножечко заставите, да, то отношения у вас будут просто замечательные, идеальные, я бы даже сказала. Девчонки, все в ваших руках. Пока вы ему не скажете, на что обиделись, он не поймет. Не догадается и даже за 100 лет не догадается. Будет думать, голову сломает, но не поймет. Вот как-то так идет. Обидно, конечно, звучит, я это понимаю. Но с другой стороны, вам такой мужчина достался. У него такой склад ума. Но это же не значит, что он плохой. Правильно? Не значит. Вот. Вижу, что он перед вами особо-то ничего такого плохого и не сделал. Либо со зла, либо специально ничего не делал. Может быть, там какие-то технические моменты были, да, какие-то накладки произошли. Может быть, он... Но опять же, что бы там ни произошло, он этого не желал. Он не хотел вам навредить, он не хотел сделать вам плохо, он не хотел сделать вам больно. Нет такого желания в его сердце. У него желание одно. Он схватить вас и целовать. Всю целовать, не отрываясь. Вот это его желание. Тепло ваше ощущать. Смотреть в ваши прекрасные глаза. Гладить вас. Вот этого он хочет. Ничего дурного он не хочет. Ничем навредить, отомстить, больно вам сделать. Нет. Нет таких ни мыслей, ни желаний. Вообще в принципе нет. Разная ментальность, а от этого такие проблемы. Значит так, мои милые, если вы ничего предпринимать не будете, прям совсем ничего не будете делать, будете дальше так молчать, как молчите сейчас, то у кого-то отыграется в течение суток, либо через сутки, у кого-то чуть попозже, может быть, дня 3-4.
мужчина сам объявится, вот как ни в чем не бывало, и с каким-то даже претензией, да, претензия в голосе, ну типа, почему молчишь, что случилось, где была. Вот. И если вы все-таки себе переступите и сама ему все расскажете, то мужчина просто мгновенно к вам прилетит. Вот как он поймет, что вы на него обиделись, либо что он вас случайно чем-то обидел, он сразу же прилетит просить у вас прощения. Мне так идет. То есть в ваших же интересах самой ему сказать, почему вы на него обиделись. То есть он почувствует свою вину, он подумает, блин, ну как я мог, да, любимую женщину обидел. То есть там и цветы, и подарки, конфеты, вот прям прилетит, прибежит для того, чтобы выпросить ваше прощение. Не знаю, очень похоже на детей. Знаете, вот дети, старшая садовская группа, да, когда девочки уже поумнее стали, а мальчики на прежнем уровне остались. Ну, может быть, 1 класс еще, да. То есть вы многогранный человек, и вы выражаетесь по-разному, да, вы выражаете свои мнения, ощущения по-всякому, по-разному. Витиевато вы это делаете, технично, мастерски. А мужчина вот прямой и все. Черный-белый, черный-белый. Вот посередине там ничего другого нет. Вот у него крайности и прямота. Вот это вам мешает. Тут, опять же, да, либо самой нужно немножко поменяться, либо мужчину уже тянуть к своему уровню. Учить прекрасному, учить там азам психологии, опять же, обучать его вот этому искусству ведения отношений, ведения диалога. Это тоже поможет. Не все мужчины, кстати, способны этому обучиться, но тем не менее пробовать надо. Вот. Вижу, что у вас прекрасное будущее вдвоем. И у мужчины есть очень хорошие качества. Он сильный, и он, как бы это сказать, у него вот есть эта потребность быть защитником, защищать свою семью, свою любимую женщину, своих детей защищать. Вот есть у него и желание, и потребность к этому. Ведь здесь вас показали, видите, он стоит, вас своей широкой спиной и грудью закрывает от всяких превратностей жизни, всяких проблем. То есть, в принципе, надо найти подход. Если подход к нему найти, и вам будет легче, и ему будет хорошо. И никаких конфликтов, никаких проблем в вашей прекрасной паре не будет. Вот. Ну, а по итогу, сами понимаете, да, ничегошеньки он не понял. И не поймет, пока вы ему об этом не скажете. Либо кто-то другой ему об этом должен рассказать. Иначе дела точно не будет. Он не понимает. Он считает, что ничего плохого не сделал. Вот как-то так. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.